В эфире новости спорта. Здравствуйте. Якутяне завоевали 5 медалей на чемпионате Дальневосточного федерального округа по дартсу. Соревнования прошли в Хабаровске. Как сообщает «Спорт Якутии», участниками старта стали 114 спортсменов из 5 регионов страны. Наша республика была представлена 11 участниками. Награду высшего достоинства завоевала мужская команда в составе Дмитрия Петрова, Ивана Сивцева, Семена Тимофеева и Юрия Эверстова. В финале командного турнира якутяне со счетом 9-8 выиграли у соперников из Амурской области. Серебро в копилку сборная принесла женская команда, в финале уступившая хозяйкам соревнований. 3 бронзовые награды завоевали Татьяна Замятина и Мария Сивцева, состязавшиеся в личном и парном зачете. Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин перешел в Сочи на правах аренды. Соглашение с игроком рассчитано до конца текущего сезона. Кокорин выступал за «Зенит» с начала 2016 года по октябрь 2018. Вместе с командой он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. С октября 2018 года футболист находился под стражей за участие в драках в центре Москвы. В мае 2019-го суд приговорил его к лишению свободы на 1,5 года в колонии общего режима. Однако в сентябре он вышел по УДО и подписал контракт с «Зенитом». Накануне Кокорин сыграл за новую команду. Он принял участие в товарищеском матче против московского «Динамо», в котором отметился 2 результативными ударами. Российский полузащитник футбольного клуба «Монако» Александр Головин вошел в символическую сборную 25-го тура чемпионата Франции по версии журнала «Ля Куип». В минувшей неделе россиянин отметился результативной передачей в победном для его «Монако» матче против Монпелье. Издание оценило игру Головина в этой встрече на 7 баллов по 10-бальной шкале. Для полузащитника это попадание в символическую сборную тура стало 3-м в текущем сезоне. Ранее он был включен в команду лучших игроков 7-го и 13-го туров. В текущем чемпионате Александр Головин провел 28 матчей, в которых забил 3 мяча и сделал 4 результативные передачи. Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не собирается покидать команду, несмотря на решение УЕФА отстранить горожан от выступления в Еврокубках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BBC. По информации телекомпании, 49-летний испанский специалист решил до конца отработать действующий контракт, который истечет в июне 2021 года. Напомню, арбитражная палата УЕФА по финансовому контролю клубов 14 февраля приняла решение отстранить Сити от участия в Еврокубках на 2 сезона за нарушение финансового фейерплей, которые были совершены клубом с 2012 по 2016 год. На клуб также был наложен штраф в размере 30 миллионов евро. Московский ЦСКА одержал победу над минским «Динамо» в гостевом матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 4-1. В составе армейцев дублем отметился Кирилл Капризов. По одному взятию ворот провели Марио Кемпе и Максим Мамин. Единственную шайбу хозяев льда забросил Александр Коголев. Капризов оформил дубль во 2-м матче подряд. Всего на его счету 29 шайб в текущем сезоне. Его ЦСКА лидирует в турнирной таблице западной конференции, набрав 90 очков. Минский клуб идет на 11-й строке, имея в активе 37 пунктов. В следующем туре команды вновь сыграют между собой. В этот раз встреча пройдет в Москве 21 февраля. Российский вратарь Тампы Андрей Василевский вошел в тройку лучших игроков недели Национальной хоккейной лиги. Голкипер был признан 2-й звездой. Вместе с Тампой он победил во всех 3 матчах, продлив личную победную серию до 8 игр. В среднем страж ворот отражал 94,9% бросков. Первой звездой недели стал нападающий Эдмонтона Леон Драйзайтель. За 4 игры он забросил 3 шайбы и сделал 7 ассистов. Третьей же звездой был признан форвард Лос-Анджелеса Тайлер Тоффоли, который отличился 4 результативными бросками в 2 встречах. К этому часу это все спортивные новости. Мы продолжаем следить за событиями в жизни российского и мирового спорта.